Я думаю, мы сумеем рассмотреть. Это начался, так скажем, купальный сезон, и, конечно, растет количество утонувших. Кирилл Сергеевич Перлов, исполняющий обязанности председателя Госкомитета по ЧС. Уважаемый Рустем Хабибович, уважаемые коллеги, во время купального сезона безопасный отдых на воде в республике обеспечивает более 400 человек с использованием 68 плавсредств. Данная работа организована в соответствии с планом мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах республики. Также данный вопрос рассмотрен на заседании Республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям. В целях организации безопасного отдыха на воде в республике на сегодняшний день организованы и освидетельствованы 64 пляжа. На официальном сайте Госкомитета в разделе «Безопасное лето» размещена интерактивная карта с указанием места расположения оборудованных аттестованных пляжей, а также информация по оказанию первой медицинской помощи и правил поведения на воде. При этом в неустановленных местах, где традиционно отдыхает большое количество граждан, выставлены 24 дополнительных поста спасателей и проведено более 50 профилактических рейдов. К данной работе также привлечены волонтеры и общественные организации. Для проведения спасательных работ в постоянной готовности находится 8 мобильных водолазных групп численностью 32 человека, имеющих на оснащении 20 комплектов водолазного снаряжения и 16 единиц техники. Несмотря на проводимую работу, к сожалению, с начала купального сезона мы уже потеряли 18 человек, в том числе 3 детей. С начала года эти цифры составили 26 человек и 5 детей. Всего за 5 лет на водоемах республики утонули 403 человека, в том числе 48 детей. Анализ несчастных случаев на водоемах показывает, что в купальный сезон больше всего погибают на больших водоемах, таких как реки Белая, Уфа, Дема, Ик, озера Аслыкуль и Кандрыкуль. Наибольшее количество утонувших за последние 5 лет, это 10 и более человек, наблюдается в муниципальных образованиях, на территории которых как раз такие объекты находятся. Это город Уфа, 28 человек, Салават, 11, Стерлитамак, 10, Мелеузовский район, 14, Давлекановский, 13, Иглинский, 13, Белорецкий, 12, Краснокамский, 13, Кушнаренковский, 10, Туймазинский, 11, Учелинский, 10 человек. При этом в целом на водных объектах республики наблюдается снижение количества погибших. В 2015 году было 98, в 2016 – 95, в 2017 – 93. При этом только в 2018 году в результате своевременных действий спасателей удалось спасти 77 человек. Анализ причин гибели на воде в 2018 году показывает, что основными причинами остаются купание в состоянии алкогольного опьянения, оставление детей без присмотра взрослых, купание в неустановленных местах. С учетом анализа принимаются дополнительные адресные меры. Например, в городе Уфа на озере Теплое, где мы ежегодно наблюдаем происшествия на воде, совместно с администрацией города Уфы и МВД ПРБ организованы постоянные профилактические рейды, в ходе которых населению разъясняется правила безопасного поведения на воде, с использованием тренажера показывается прием оказания первой медицинской помощи. При этом сотрудники МВД ПРБ привлекают к ответственности граждан, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения за распитие спиртных напитков в общественных местах. Также с учетом того, что в непосредственной близости к озеру находится большой жилой массив, проводится работа уже по этим домам с раздачей памяток, расклеиванием соответствующих плакатов о недопустимости купания в неустановленных местах. При этом на этом озере организовано 2 аттестованных пляжа. Также в целях недопущения несчастных случаев на сбросном канале озера Теплое необходимо решение вопросов об ограждении участка сбросного канала от Уфимской ТЭЦ-2 ООО БГК до озера Теплое. В адрес руководства ООО БГК направлено соответствующее обращение с просьбой о проведении ограждения границ охранной зоны сбросного канала. Также в целях информирования населения о правилах безопасности на водных объектах совместно с агентством по печати средств массовой информации организована пропагандистская работа в средствах массовой информации, в социальных сетях по безопасному поведению на воде. С начала текущего сезона размещено 23 статьи и сообщения в СМИ. Также на территории всей республики на пляжах организованы соответствующие акции по безопасному поведению на воде, в том числе для детей, где в игровой форме рассказывается, каким образом правильно себя вести на воде, как оказывать медицинскую помощь. По прогнозу, жаркая погода в республике сохранится до середины августа, поэтому риск возникновения несчастных случаев на воде сохраняется. Превентивные мероприятия по обеспечению безопасности будут продолжены. Доклад закончен. Спасибо. Присаживайтесь. Пожалуйста, Марат Раисович, добавьте, если есть что. Уважаемый Рустем Хабибович,
Вопросы организации отдыха населения на воде в соответствии со 131 законом возложены на органы местного самоуправления. Озвученные статистические данные показывают на недостаточную работу по организации безопасности людей в купальный сезон. Только за прошедшие выходные произошло 8 происшествий, при которых 6 человек погибло. Количество случаев людей на воде, случаев гибели людей на воде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в купальный сезон увеличилось более чем в 3 раза. К сожалению, в текущем году погибло 3 детей, как уже обозначалось. Причиной, способствующей гибели людей, явилось это купание в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения. А дети погибли из-за отсутствия контроля со стороны взрослых. Проведенный анализ показывает, что на всех объектах, на водных объектах, где произошли случаи гибели людей, органами местного самоуправления не были выставлены аншлаги о запрете купания. Основное количество происшествий, 50%, приходится на гибель людей в небольших водоемах, на территории сельских поселений. Данные представлены на слайде, районы и где это происходило. В ходе осуществления контроля на водных объектах по свидетельству пляжей установлено, что в республике наблюдается тенденция к снижению количества пляжей, соответствующих требованиям правил охраны жизни людей на воде в Республике Башкортостан, утвержденных постановлением правительства Республики от 17 июня 2013 года номер 246. За последние 2 года количество пляжей снизилось на 22%. Только за последний год их количество уменьшилось в следующих районах, они представлены на слайдах. Данный факт негативно влияет на безопасность отдыха людей на водных объектах. Установлено, что в 37 муниципальных образованиях республики не принято постановление об организации мест массового отдыха на воде. Данный район также представлен на слайде. Кроме того, ряд глав муниципальных районов устранились от решения вопросов по организации мест массового отдыха людей на воде путем возложения данных мероприятий на глав сельских поселений. Такие районы также представлены на слайде. Все эти вопросы неоднократно были рассмотрены на заседаниях КЧС. Работа в данном направлении продолжается, но тенденция к снижению количества пляжей, к сожалению, увеличивается. Хочу обратить ваше внимание, что 83% погибших на воде находились в состоянии алкогольного опьянения. Однако администрациями муниципальных районов республики за последние 3 года не составлено ни одного административного протокола согласно статье 13.12 Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях, хотя им предоставлены все полномочия по применению данной статьи. Кроме того, не применяются меры по привлечению органов полиции для проведения работы по профилактике распития спиртных напитков в местах массового отдыха населения у воды. Доклад закончен. Благодарю за внимание. Пожалуйста, вопросы к докладчикам. Ну, первое, конечно, Кирилл Сергеевич в основном в мажорных тонах, Марат Раисович в минорных. Истина, конечно, посередине, как всегда. Количество погибших точно соответствует прошлому году на эту дату. Но уменьшения нет. Нет уменьшения. И, к сожалению, должен сказать, что вот растет количество погибших детей. То, что касается, конечно, погибших в нетрезвом состоянии, купающихся в необорудованных местах, ну, это наш традиционный бич. Первым делом, как только, значит, люди выпьют, идут купаться. Соответственно, мер, которые предпринимаются, недостаточно. Значит, Марат Шарифович, я попрошу вас провести заседание КЧС по этому вопросу. Вот те вопросы обеспокоенности, о которых Марат Раисович сказал, уменьшение количества оборудованных пляжей, непринятие мер профилактики, значит, отсутствие вот, в ряде случаев значит, необходимого снаряжения, оборудования и так далее для спасения. Все вопросы просьба рассмотреть и внести предложение.
в том числе при необходимости в государственную программу. Кирилл Сергеевич, готовите же сейчас изменения, так правильно я понимаю? Вот просьба, внесите туда. Значит, но в целом ситуацию благоприятной назвать нельзя. То, что жарко, понятно, жарко будет. И поэтому купающихся будет достаточно много. Значит, как обеспечить безопасность в этой ситуации? Значит, просьба эти комплексные мероприятия выработать. Ситуация далека от благополучной. Оставшиеся